Альбина, мама 4 детей, дает нам знания о коучинге, бизнесе, как можно совмещать работу, семью за пределами своей страны. Если ты в стране своей была какой-то личностью, в другой стране ты никто. Какая бы ты медийная ни была бы, чем бы ты ни занималась бы, вот ты в другой стране никто. Я сейчас не вижу, что женское, что мужское, потому что Да. я вижу и в строительстве женщин, вижу, как логистикой даже занимаются женщины, перевозками товаров. Настолько мир меняется. Сейчас поколение сильных женщин. Мы, женщины, когда идем в предпринимательскую деятельность, у тебя должны быть четкие свои ценности. Как вы рискнули? Откуда столько сил? Просто вот сразу вот так задам. Если Аллах дает, значит ты сможешь. Даже испытание, представляете, Да. может быть милостью, если задуматься над этим. Если бы не мои дети, возможно, у меня всего бы этого вообще не было бы. Риски всегда были и будут. Без риска в бизнесе, честно говоря, невозможно. Религия — это вот то, что у нас в сердце, и когда через призму ислама все это приходит, ты будто бы наслаждаешься этими знаниями. И как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: просите у Аллаха знания, которые будут для вас пользы как и в этой жизни, так и в вечной жизни. Бир тал гүлдү өстүрүү үчүн билим керек. Чындыгында кыпындай кичинекей эле уруктан талаа гүлдөрүн өстүрүш үчүн ага дагы тажрыйба керек эмеспи? Төгөрөгү төп келген баланы дагы тарбиялоодо адамга көп учурда эмгектен дагы билим керек экенин айткым келет. Бүгүн биздин маегибиз орус тилинде болмокчу. Биздин башында ушул Кыргызстан айымдар коомунун ютубунда мына маектер, подкасттын көптөгөн конокторунун арасында сиздер байкагандай эки тилде келе жатат. Менин көрөрмандарым, менин инстаграмдагы катталуучуларым көбүнчөсү деле орус тилин жакшы түшүнүшөт. Анан акыркы учурда статистиканы карай келгенде Өзбекстандан, Казакстандан дагы жаңы катталуучуларым пайда болду. Өзүм акыркы мынакей 2 жылдан бери Дубайда жашап жүргөндүктөн дагы Дубайдан дагы катталып аткан, башка улутта дагы бирок орус тилин түшүнгөн менин жаңы досторум бар. Анда эмесе баарыңыздарга дагы бир ирет ассаламу алейкум. Итак, сегодня у нас подкаст будет на русском языке, так как наша гостья специально прилетела в Казахстан для одной встречи, где мы увиделись, и я пригласила, пользуясь случаем, в Кыргызстан. Моя сегодняшняя собеседница, она была в Кыргызстане летом на нашем ретрите по приглашению сообщества женщин Кыргызстана. И я подписана на ее аккаунт 3-й год, если не обману, 2,5. Всегда с восхищением наблюдаю. В частности, для своих видеороликов открыто отмечала и использовала несколько аудиозаписей, где о баракате женщины говорится, где говорится о жизни сильной, в то же время мудрой женщины. Альбина Атика, добро пожаловать еще раз в Бишкек, в Кыргызстан. Альбина — мама 4 детей и больше дает нам знания о коучинге, бизнесе, как можно совмещать работу, семью за пределами своей страны. Спасибо большое за приглашение. На самом деле для меня это очень ценно. И когда вы предложили, я в целом, не раздумывая, сразу же выехала в Бишкек. Как вы сказали, что тебе делать в Алмате? Поехали в Бишкек. На самом деле Бишкек для меня стал как родной город. Я очень люблю эту страну, этот город. И люди для меня очень здесь такие вот, близкие, да, вот как у нас у казахов говорят, ыстык. Вот. И поэтому для меня, для моей души очень близки эти люди, и я каждую из вас ценю. То, что я здесь, в первую очередь я хочу сказать, чтобы каждая из вас, которая слушает сегодняшний подкаст, чтобы все эти знания, которые вы будете получать с этого подкаста, были в первую очередь для вас благими. Потому что, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: просите у Аллаха знания, которые будут для вас пользы как и в этой жизни, так и в вечной жизни. И я, иншалла, надеюсь, что сегодняшний подкаст как раз-таки будет таким вот, для вас, может быть, каким-то ключевым моментом, где вы не могли решиться прийти к какому-то
решению, но в итоге, послушав как раз-таки нашу сегодняшнюю беседу, вы примете какое-то ключевое решение в своей жизни. Мы Альбину больше знаем как Атика. Почему Атика? Получается, я в 11 году после школы обучалась в Египте, получала религиозные знания, училась в Аль-Асхар университете. И тогда нам учительница сказала: выберите себе такое имя, которое максимально будет произноситься легко на арабском языке. И тогда я, в общем, долго думала и не могла никак себе выбрать имя, потому что, я свое имя люблю. Меня, как бы сказать, родители назвали при рождении Альбина. Моя устаза, она сама сказала: тебе больше подходит имя Атика. А потом, когда я прочитала историю Сиры, именно сподвижницы Атика, я прям настолько была вдохновлена и влюблена в ее историю, что я с удовольствием приняла это имя, и это имя со мной уже практически 15 лет. 15 лет. Многие меня сейчас называют Альбина Атика, и это обе мои, как бы сказать, А мы имена. думали, что это сокращенный вариант вашей фамилии. Атикова, может быть. Нет, моя фамилия Искалиева. Да, казахская. Искалиева Альбина. Да. Наверное, многие сейчас уже начали в поисковике искать историю Атики, как раз-таки, что я вообще означает имя. Мы продолжим, потому что сегодня тема «Женщина в бизнесе», а именно мусульманка. Многие же мужчины говорят, женщина должна сидеть дома, воспитывать детей. Но, к сожалению, мы встречаемся с женщинами, в частности, мы, сообщество женщины Кыргызстана, которые проживают в России уже более 20 лет, в Дубае, также работают в Стамбуле. По Турции очень много мамочек, женщин и молодых девушек, которые получают образование, в то же время работают. Как вы, Что я могу? мама, да, которая растит детей сама одна и при этом еще совмещает карьеру и бизнес, насколько это женщине-мусульманке, думаете, правильно? Вообще слова правильно, неправильно сейчас уже нету. Да. Насколько возможность получается так вот совмещать? Легко ли? В первую очередь, когда девушка идет работать, вообще в целом, да, Мгм. вот мы, женщины, когда Мгм. идем в предпринимательскую деятельность, нужно понимать свои ценности. У тебя должны быть четкие свои ценности. Вот, к примеру, у тебя есть дети, у тебя есть муж, у тебя есть твоя религия. И если у тебя эти ценности крепки, то ты спокойно сможешь совмещать все остальное. Потому что ты знаешь, что есть права детей, есть права мужа, есть права религии. То есть ты должна отдавать, как бы сказать, свое должное в поклонении Всевышнему. И если все эти 3 пункта правильно, то есть все твои ценности соблюдены, твой бизнес будет идти намного легче. Вот говорят же, вот вчера мы разбирали тему, да, бизнес и баракят. На самом деле, именно для женщин баракят приходит тогда, когда у нас все наши ценности как раз-таки держат баланс. Вот, соблюдая этот баланс, ты приходишь к тому, что Аллах Всевышний облегчает путь. Много кто говорит же, вот, путь женщины, он намного легче, чем мужчины. И мы видим чаще всего, что женщины быстро взлетают, быстро поднимаются, и порой даже иногда года достаточно, чтобы достичь прям хорошего желаемого результата. Мгм. Потому что Аллах Всевышний сам способствует женщинам для подъема, облегчает путь. Порой иногда мы сами думаем, да, что, допустим, наше прошлое, либо наше нынешнее положение как-то определяет наше будущее. Но наше прошлое, наше нынешнее положение никак не определяет наше будущее. И если даже в какой бы ты ситуации сейчас бы ни находился бы, Аллах достаточно сказать «кун фаякун», и твоя жизнь изменится в один миг. Самое главное — умение принимать, потому что чаще всего мы даже не умеем принимать. Мы думаем, что у нас не получится, как мы сможем. Если Аллах дает, значит, ты сможешь. И я думаю, что вот это вот основа, да, вы же спрашиваете вот именно в плане, да, что становится основой, когда вот женщина работает. И если у тебя есть свои четкие ценности, работа будет идти налегке. Да, возможно, где-то будет сложно, тебе придется выделять свое время и семье, и работе, но нам намного легче подниматься. Аллах облегчает, потому что Аллах открывает нам путь. Вот так вот. Женский пол не слабый пол. Значит. Нет,
женщины мы вот слабые, думаем, что, ну вот раньше же было, что есть мужское дело, это женское. Я сейчас не вижу, что женское, что мужское, потому что Да. я вижу и в строительстве женщин, вижу, как логистикой даже занимаются женщины, Да. перевозками Мгм. товаров. Мгм. Настолько мир меняется. Да, на самом деле так оно и есть. Сейчас поколение сильных женщин. И здесь важно понимать, что самое главное, вот ты женщина, ты не должна стараться закрыть место мужчины. То есть и не должна быть погоня. И если ты без погони умеешь принимать, у тебя есть свои ценности, то все идет намного легче. Да, может быть, где-то, допустим, ну, придет такое какое-то сопротивление, да, все равно мы же привыкли же к какому-то определенному устою, у нас есть какие-то свои принципы. Я сама смогу, особенно у нас у женщин достигаторш, которые любят, чтобы у них все было самое лучшее. Но тем не менее, когда ты отпускаешь это, потому что если не отпустить, ты будешь этим испытана. Когда мы хотим контролировать, мы не можем это контролировать, потому что контролирует кто? Аллах контролирует только. Мы не в силах контролировать что-либо. В последнее время мне кажется, что когда мы лоббируем женщина в бизнесе, женщина должна быть сильной, и про то, что иногда и развод должен быть, когда уже есть последняя точка, да, уже куда не могу. Но и есть вещи, которые женщина не должна терпеть. И это не кажется, что как будто реально там мы рекламируем того, чего нельзя вообще мусульманке женщине Я думаю, говорить. что любая разведенная женщина — это как ред флаг для мужчин. А вот я же говорил, да? Да, потому что, то есть о чем бы ты ни вещала, кем бы ты ни была бы, Мгм. для них именно разведенные женщины будут всегда угрозой. Потому что, вещая о нашей жизни, то, что мы просто делаем, не говорим, что, как бы сказать, да, мы же не говорим, что без мужа хорошо, Да. без семьи. Кто сказал? Когда было хорошо женщине без мужа, без Мы просто семьи? принимаем. Мы принимаем тот факт, который произошел в нашей жизни. Мгм. И это кадар Аллах, то, что Аллах Всевышний предписал. И это просто неотъемлемо, понимаете? Это такие устои, где если ты разведена, что бы ты ни говорила бы, все для мужчин твое не воспринимается. И это надо пропускать. Ну и Это дети не наше. остаются с мамой, значит, мы больше несем ответственности как надо своему. Так оно и есть. Дети полностью в своем случае то же самое, да, то есть дети полностью на мне. Почему я в Стамбуле? Я могла бы здесь спокойно оставаться в Казахстане, Мгм. но есть такой момент, что я очень много работаю уже. Очень Да. много работая, будучи в Казахстане, невозможно уследить за детьми. Все время переживаешь, где они ходят, что они делают, кто их окружение. Будучи в Стамбуле, у них там есть няня, у них есть кружки, все, получается, образовательное вот окружение хорошее, да. Они растут просто в хорошем окружении, где максимально безопасно. Мы живем в таком районе, где очень безопасно, везде охраняемые зоны, и я спокойна. То есть я спокойно сейчас вот оставила их, и я понимаю, что они в безопасности, и мне не нужно переживать и постоянно за ними смотреть. Но это обратно-таки, да, мы все забираем на свою на свои Мгм. плечи. Мгм. Но это не из-за того, что мы так хотим, потому что другого выбора нет. Если был бы другой выбор, к примеру, да, то я не думаю, что какая-либо женщина полностью все на себя взвалила бы. Я вот, наверное, последние полгода научилась принимать. Кто бы что бы ни был, я научилась принимать и просить. Потому что, когда ты принимаешь свою исходную, что ты, ну, обычная, я Мгм. тоже могу просить о помощи, я тоже могу быть слабой. У меня Показать тоже, свою слабую сторону. да, у меня тоже есть неудачные проекты, Мгм. как мне пишут: "А у вас были когда-нибудь неудачные проекты?" Да, у меня их много. Да. Ужасно много, где я ухожу в убыток, и, везде абсолютно так. Просто где-то работает, где-то не работает, где-то ты впустую тратишь деньги, где-то зарабатываешь. Ну, Но мы баланс. продолжаем идти вперед, Конечно. создавая новые проекты.
Конечно, никогда не стоит останавливаться. Ну вот по России мы проводим женские балы, Вау, проводим встречи с женщинами. Это уже классно. на протяжении 15 лет провожу с проекта «Счастливая женщина» Бахтуллаим. И вот были у нас героини, которые приезжали в Кыргызстан за 10 лет впервые и не видели своих детей за это время. И сейчас тоже есть мамы, которые, оставив своих детей родственникам, работают в Москве и боятся с собой брать детей. Говорят, что будет расход на 3 головы больше, на 2 головы еще больше. В вашем случае как это было? Как вы рискнули? Откуда столько сил? Просто вот сразу вот так задам. Я даже не знаю, как это назвать. Я просто всех детей забрала. У меня не было другого варианта, как бы их оставить. Как моя мама говорит: пожалуйста, не болей. Пожалуйста, вот нормально ходи, следи за собой. За твоими детьми, знай, некому смотреть. Она, Хорошо питайся и не болей. моя мама, мне желает здоровья, чтобы за моими детьми не смотреть. Ну, Да, 4 детей. Каждый из них личность. да. Каждый из них у меня вот дети с таким вот, ну, нормальным характером, то есть, да, и каждый из них впитывает какую-то... Как их оставлять, кому оставлять? И в первую очередь нужно знать, что если бы не мои дети, если бы не мои дети, возможно, у меня всего бы этого вообще не было бы. Потому что то, что у меня сейчас есть, это их ризык. Это им предписанный ризык, который мне приходит. Это не мое. И если я их оставлю, то, естественно, будет сложно даваться мне все, потому что ради чего ты это делаешь? И когда сейчас ко мне деньги поступают, вот там суммы какие-то определенные, я их хорошенько распределяю. Я распределяю, потому что для меня это очень ценно, потому что я знаю, что это не мои деньги. Это Мгм. то, что Аллах дает мне, чтобы я расходовала. Вот они сейчас учатся, я им там, ну, даю определенные условия, да, вот я иногда над ними смеюсь. У нас с детьми очень такие вот, как, ну, как друзья мы с ними, да, вот. Если даже посмотреть со стороны, мы все одинакового роста практически. Они у меня такие Ну, крупные. когда дети самостоятельные, хотя бы могут ходить, я не знаю, в уборную, в туалет самостоятельно, это еще легче. Но у вас был грудной ребенок, Да. когда вы приехали в Стамбул. Мгм. А это практически невозможно женщине работать. Я в садик отдала. Я в садик отдала, детей в школу отдала, все целый день были заняты. То есть до 5 часов дня у меня было Мгм. время, и я за это время успевала заканчивать все свои дела. И что самое главное, важно понять, вот, к примеру, да, очень много вопросов поступает, как переехать, что делать, Да, допустим, первые шаги, кем работать. Никогда невозможно предугадать, кем работать и что делать в другой стране. Если ты в стране своей была какой-то личностью, в другой стране ты никто. да. Вот какая бы ты медийная ни была бы, чем бы ты ни занималась бы, вот ты в другой стране никто. И ты должна ехать туда с этим принятием, Мгм. что ты будешь начинать все с нуля. А когда ты обнуляешься, у тебя очень много возможностей. Знаете почему? Потому что ты начинаешь с нуля, и ты можешь ставить масштабные цели. Ты едешь в другую страну, намереваешься работать в найме. Если ты намереваешься работать в найме, то ты будешь работать 10 лет там в найме. А если ты едешь туда с какими-то масштабными целями, пробуешь, тестируешь разные варианты. Ой, кем я только не работала в Стамбуле, что только я не делала. Хотя, по сути, у меня был магазин. Я могла не работать, но я понимала, что я в другой стране, я хочу стать на ноги здесь, я хочу быть здесь личностью. И вот тогда я начала тестировать себя с разных сторон, но деньги поступали. Деньги поступали с магазинов, и мы жили на эти вот, как бы сказать, Всевышний вас не оставил с пустым кошельком. он не оставил. И также очень важно понимать, что дети — это твое пропитание. Мгм. Сколько под твоей ответственностью людей. То же самое, к примеру, у вас в команде могут работать 10 человек, Мгм. хотя, по сути, вы можете держать 5. Мгм. Эти 5 могут выполнять работу за этих 10 людей, но вы держите 10. Потому что что? Потому что Аллах через вас дает пропитание этим людям. Таким образом, ваши проекты обязательнейшим образом должны масштабироваться, чтобы вы смогли этих людей обеспечить пропитанием, понимаете? Мгм. Аллах делает вас причиной того, чтобы обеспечить этих сотрудников, и Он увеличивает.
и вы так идете в масштаб. То есть этот фактор — это как договор, да, с Аллахом, как будто бы ты Насип делаешь. у нас называется. Да, да, ты мысленно понимаешь, откуда приходят все блага, и при этом делаешь определенные действия. Но еще и есть семьи, которые переезжают Мгм, за границу, чтобы выйти из зоны комфорта. мгм, Потому что когда у тебя есть дом, нет необходимости как-то покупать и расширять его. В принципе, все нормально, хватает, дети учатся. Но когда ты, оставив даже вот этот дом, уезжаешь, берешь детей, начинаешь заново собирать деньги на новое жилье, покупаешь новую посуду, с детьми вместе делаешь ремонт, уборку. Это так, не знаю, вот у меня так было в прошлом году, когда мы в Дубай переехали с детишками. Покупали ведро, тряпочки, посуду, там 3 штуки вилочки. Да, я же это все в "Инстаграм" не показываю, но, оказывается, нужно показывать и в такую сторону тоже, что мгм, бывают у меня тоже моменты тяжелые, когда мы мгм, снимаем квартиры съемные, не всегда сразу получается покупать. И тогда я сижу и в этом ловлю кайф. В мгм. этом смотрю, как мы дружно, как мы начинаем друг друга понимать, поддерживать. И это тоже, м, какой-то, я не знаю, а, прекрасные моменты, прекрасное чувство какое-то вот, которое нужно испытать, я думаю, с детьми. Ну да, конечно, это и есть, но признайте, наверное, скорее всего, за этим переездом стояла какая-то большая ценность. Все равно нами движет вот эта самая ценность. И, допустим, при переезде у тебя есть определенные Мгм, не цели внешние, а мгм, внутренние какие-то ценности. Ты, переезжая в другую страну, хочешь приобрести намного большее. И порой иногда, когда мы туда переезжаем, вроде бы все легко дается, но когда ты там остаешься, ты об этих ценностях забываешь и порой иногда уходишь в другую сторону. И именно когда в другую сторону уходишь, все начинаются какие-то сложности непонятные, что-то трудно дается. Но в такие моменты, когда у тебя сложно что-то дается, вернись назад, обратно, задумайся, а с какой ценностью я вообще сюда переехала? мгм. И когда намерение исправляешь, обратно все на свое русло возвращается, все поэтапно. Потому что, знаете, Аллах Всевышний же нам предписал определенные какие-то действия, и у нас есть выбор. Вот есть выбор, идти там в каком-то разных направлениях, да, и порой иногда мы уходим вообще не в те русла. И Аллах как будто бы нас возвращает, чтобы мы шли по тому пути, который нам предписан и который нам будет намного легче даваться. И это же милость. Это милость. Даже испытание, представляете, Да. может быть милостью, если задуматься над этим. И как это можно будет все про себя, ну, как бы сказать, твое испытание — это же про тебя же тоже, если только делать рефлексию, постоянно задумываться об этом. Да, как в начале нашей беседы вы говорили, я, наверное, больше, испытала, насколько Анжелика может, проделать путь без подписчиков, без популярности, без того, что тебя вот тут окружают в Кыргызстане люди, которые готовы со М, мной сотрудничать, за рекламу оплачивать, а там, а, придётся мне историю писать с самого чистого листа. да, да. И я буквально познакомилась с людьми, которым я как менеджер, как хороший работник представилась, может быть. Мы начали делать продажи, как, честно говоря, как с голодным желудком, да, скажу. Не так, которая здесь уже только рекламу делает там или Мгм, привыкла брать какие-то определенные гонорары, а вот надо выходить из этой зоны комфорта тоже. мгм, Я это делала специально, мгм, чтобы проверить себя, насколько я могу еще просить у Всевышнего Аллаха не по тому пути, где у меня все уже выстроено, да, популярность, то, что я там, может быть, многие думают, что это легко приходит ко мне, мгм, а я вот решила открыть еще один такой путь, еще мгм, одну такую воронку, скажу, да, где я могу делать еще и продажи, поверив, наверное, во внутреннюю свою силу. мгм. Мама Это очень сильно заземляет, скажите, да? заземляет. Прям слышно Ты сразу. учишься вот так здороваться. Где-то как-то Да, подчиняться, вышестоящему руководству, хотя у да. меня никогда в жизни не было руководителя, шефа. Да, на самом деле так оно и есть. То есть этот момент очень сильно заземляет, и я думаю, что каждый человек, который переезжает, за этим стоит что-то больше, что-то большее. И когда ты переезжаешь и ставишь какие-то определенные свои внутренние ценности вперед,
это как раз-таки идет облегчение, потому что за всем тем, что мы делаем, стоит вера. Мгм. И все блага, которые приходят к нам, это от Аллаха. И если этим как раз-таки уже делать именно это вот ставить как спутник своей жизни, вот признайте, просто вот изобилие вот оттуда, различные проекты, вот это все приходит, варится, вот это все, как бы сказать, знаете, не успеваете. Контент в жизни просто столько становится, что ты понимаешь, Аллах дающий, Аллах щедрый. Просто мы сами иногда говорим, что нет, сейчас не время, у меня сейчас не получится, я сейчас не готова, готова Мгм. ли я? Многие себя жалеют. Вот у меня дети, как я буду Это не успевать? страх ли? Себя жалеют. Жалеют. Да, как я буду успевать? Какой страх в этом? Люди просто не хотят быть стопроцентными, понимаете? Им лучше лишний раз дома отдохнуть, как бы, да, чем нежели распределить свое время грамотно, уделить этому время и при этом успевать. Можно успевать. Да. Я и в браке делала, работала бизнес, ну, как бы, точнее, не работала бизнес. Я и в браке строила бизнес. У нас семейный бизнес был. Потом я уже когда поняла, что там нету места, я начала развивать свои проекты. М. Везде у меня дети все погодки. Все погодки. Получается 14, 12, 10. Все погодки. И вот с этими малышами, то есть, я умудрялась что-то делать, потому что, ну, когда ты в не совсем здоровом браке, важно, это, как бы сказать, скорее всего, бизнес был для меня как самосохранение, чтобы просто не уйти головой, в депрессию, с ума не сойти. У И нас это не было времени, наверное, вообще думать о депрессии, что она существует. Просто перед фактом да, приходит реальность, и ты это принимаешь, и ты только делаешь вдох без выдоха и начинаешь просто работать. Потому да. что, назад пути нету, либо ты должна быть успешной, Мгм. либо еще успешнее. Там другого варианта уже нет. Да, Да, так оно Альбина, и у есть. нас сегодня вот такой вот очень теплый такой, Мгм. ну, вот разговор, даже беседа. У нас не подкаст, кстати. Не пишите о том, что я иногда свою собеседницу это перебиваю, иногда что-то еще дополняю. Просто мы здесь разговариваем. Вы наш третий собеседник. Можете оставлять свои вопросы, На кстати. самом деле этот подкаст, я думаю, вот тот подкаст, который вы сейчас снимаете, Мгм. это огромная польза для тех, кто хочет что-либо делать в своей жизни и хочет изменить свою жизнь. Потому что, смотря на женщин, которые прошли этот путь, вы как бы перенимаете, да, вот зрители перенимают Мгм. опыт и начинают в каких-то моментах понимать, что в их жизни может быть не так. Что они делают не так, да, как бы, да? И вот это как раз-таки становится каким-то поворотным моментом. Это как бесплатные уроки. Бесплатные уроки. Да. А еще и многим же интересно, о чем же Анжелика с Альбиной там за кадром, о чем они общаются, Да. разговаривают. Поэтому мы эту занавес просто открыли. Мгм. И мой формат подкаста, он такой открытый, все как есть, ничего заранее мы не пишем, у нас суфлера тут нету, ничего не подготавливали, мы просто вот разговариваем о фактах, наверное, Да, да, о жизненных и о моментах. жизненных моментах. Фактом для меня является, такая насчет Альбины, да, что она крутой еще и дизайнер. У нее отличный вкус, она так шикарно одевается. И я помню, как вы выпускали свою линейку одежды, Мгм. и я очень-очень хочу, чтобы у нас в Кыргызстане тоже под лейблом Альбина Атика были, красивые вещи для мусульманок, для покрытых, Да. ну, для скромниц тоже. Получается, вот последние полгода я немного приостановила производство, Мгм. потому что я начала жить вообще сейчас на 3 страны. Я часто бываю в Саудии, у меня сейчас проекты тоже там, потом также в Египте Мгм. и, в Стамбуле. И я везде с детьми. То есть я чаще всего стараюсь их с собой забирать, если это длительная поездка, потому что я знаю, что если я еду в какую-то страну, то это, ну, продлится. Это
длительная поездка будет. И исходя из этого, я немного приостановила, потому что я свои ресурсы очень сильно регулирую, чтобы успевать, чтобы быть эффективной. То есть, знаете, я, наверное, один из тех людей, которым важно, чтобы вот если делать, то с ноги это делать. И как раз вот, иншалла, на предстоящей весне мы презентуем новую нашу коллекцию, и это уже начнет работать. И дай Аллах, иншалла, обязательно, то есть первым делом здесь, в Бишкеке, запустим также. И, скорее всего, приедем, иншалла, на показ здесь. Тоже вот девочки уже зовут, Айколь позвала. Да, Да. Поэтому, дай Аллах, иншалла, очень будем рада. развивать. Да, предпринимательская деятельность на самом деле это очень круто. Вот знаете, в торговле есть бараки. Мгм. Вот реально вот чем бы я ни занималась бы, самое стабильное, что может быть в жизни, это вот предпринимательство и вообще в целом именно торговля. Мгм. Если, конечно, правильно стратегию построить и понимать, да, как нужно работать и что нужно делать. А так, иншаллах, обязательно презентуем. Как бизнес-коуч, Мгм. можете ли нашим подписчицам, зрителям подсказать секреты малого бизнеса? Мгм. Это с какой суммы можно начать? Как Мгм. вообще правильно нужно выстроить структуру? Ну, вот Мгм. пару вот таких можно будет Мгм. лайфхаков даже, да? Мгм. И я записываю все, Мгм. сколько бизнес, сколько он может принести, и какие расходы, какие убытки могут быть, Да. и чем они рискуют, Мгм. какие риски. Это обязательно. Мгм. То есть, в целом для начала нужно посчитать в цифрах, сколько на данный момент нужно, и в дальнейшем еще дофинансирование может быть. Я всегда говорю, что можно начать с небольшой суммы, но если ты начинаешь с небольшой суммы, то обязательнейшим образом всегда нужно будет дофинансирование. То есть бывает такое, у меня человек работает там в найме, либо же там, ну, у него не полный рабочий день, у него есть время и заниматься, чтобы дополнительной Мгм. предпринимательской деятельностью. И ты хочешь начать с небольшой суммы. Ты начинаешь с небольшой суммы, но после этого обязательно дофинансирование, ежемесячное дофинансирование, чтобы уже поднимать обороты. Это называется как раз-таки бизнес с нуля, да, когда человек просто с нуля поднимается. И сейчас за счет, допустим, да, ну, социальных сетей огромные возможности открываются. Многие говорят, что, ой, я не могу этот Инстаграм вести, вот мне вообще непонятен этот маркетинг. Но если тебе непонятно, если ты не понимаешь, тогда не начинай ничего. Потому что везде нужно учиться. К примеру, допустим, да, будь то это налогообложение, финансы, найм, со всех сторон я обучилась, но я этим не занимаюсь. За меня работают. Мне просто достаточно знать 10-15% с этой деятельности знаний, чтобы управлять всем этим. А если в какой-то момент из них, если кто-то уйдет, то просто заменить и самой просто открыть и посмотреть полностью весь отчет и проконтролировать, где что, как было, да, вот, где были какие-то моменты, где они упустили, почему мы не дозарабатываем, Мгм. как это происходит. То есть мы возвращаемся в самые низы и оттуда все поднимаем уже, только потому что есть знания. То есть в первую очередь человек должен не жалеть от себя вот именно получения знаний и работать над тем, чтобы в дальнейшем масштабироваться. Будешь мыслить узко, ты будешь как бы держаться на этом же уровне. Нужно ставить как раз, ну, более масштабные цели. В первую очередь это твоя цель, расчеты, какие могут быть расходы, как ты хочешь вести как бы сказать, дополнить свои финансы именно в период ведения своего бизнеса. И также по поводу того, м, проанализировать анализ вот именно рынка, анализ аудитории, кому ты хочешь это продавать, кто твои конкуренты, кто сейчас на рынке и в целом, что отличает тебя от твоих конкурентов. Это Мгм. важно понимать. Почему именно у тебя должны покупать? И это очень важно. Некоторые говорят, что вот, если вы сейчас что-то начнете, ваш бизнес, он пойдет хорошо, потому что у вас есть личный бренд. Я свой личный бренд начала развивать только недавно. Вот это если смотреть вот по сравнению с другими вот блогерами, Мгм. то это не так давно. И по сей день я вела свой бизнес без лица. Продажи были всегда хорошими. Просто стабильность. Не обязательно стоять у камеры ради того, чтобы вести свой бизнес и быть активным в социальных сетях. Ты можешь также успешно вести свой бизнес-аккаунт без лица,
с другими моделями, девочками, будь то это одежда, текстиль, либо же, допустим, у нас то же самое, да, вот по промышленной деятельности, да, то есть абсолютно везде маркетинг идет, важно. Мгм. И вот, иншаллах, потихоньку. Самая главная цель определенный пошаговый план действий, что зачем делать, Да, не и останавливаться. риски всегда были и будут. Без риска в бизнесе, честно говоря, невозможно, потому Да, что ты тратишь энергию, да. рискуешь тем, что ты уже вкладываешь даже первоначальную маленькую даже сумму. Но наши девочки сейчас, которые занимаются малым бизнесом, они заказывают в малом количестве товар и учатся продавать его правильно. Мгм. И продажи поднимаются за счет того, что у них какие-то навыки появляются, они начинают правильно выстраивать, наверное, вот эту систему продаж. На сегодняшний день это очень важно, наверное. Да, это, конечно, важно в первую очередь, но когда девочки заказывают что-либо, и у них продажи не идут, скорее всего, в моменте они не проанализировали рынок и не понимают, чем они могут отличаться от своих Мгм. конкурентов. Потому что те, кто покупают и перепродают, таких очень много. И Да. сейчас это не актуально. Саламатсыздарбы, биз көптөн бери күтүп аткан маалыматты берүүгө даярбыз. Ооба, биздин Аманат Инвестке чалыңыздар, келиңиздер, дагы 7 жылга чейин эч кандай баштапкы төлөмү жок. Айына болгону 30 миң, 40 миң, 50 миң, 60 миңге чейин сиздин алган квадратурага жараша акчаны төлөп үйлүү болсоңуздар болот. Анда эмесе кош келиңиздер жана ошондой эле биздин офис аркылуу, Аманат Инвест аркылуу эгерде сиздер үй алсаңыздар, сиздерге жагымдуу сонун сюрприздерди биздин менеджерлер маалымат берип айтмакчы. Кош келиңиздер. Рынок переполнен, перенасыщен одеждой просто. Если это одежда, если это товарка, то да. То в первую очередь ты должен понимать, чем ты отличаешься и что ты предлагаешь своей аудитории такого, что вот ты отличаешься на рынке. И, допустим, у меня были девочки, которые открыли магазин даже в Америке. Ну, то есть они с нуля просто все делали, и, по сути, они не с местного рынка перепродают, они заказывают экспорт с других стран. То есть мы там наладили процесс доставки в Америку, и вот они развивают, получается, свой бизнес. С малого начали. Это мамочка в декрете, которая еще работает онлайн в найме, и Мгм. помимо этого сейчас еще свою предпринимательскую деятельность несет, так как бы работает. И важно здесь понимать, что самое главное желание, то есть и понимание, да, вот что зачем идет. Потому что, ну, много кто вот может покупать, перепродавать, но Мгм. отличаться на рынке ты, если не отличаешься, ты не будешь расти. Да. Но еще и щас пошел такой прям бум, где а, туры в Китай, обучение на какие-то ниши, которые ты действительно не знаешь. Кто-то занимается техникой, поехал закупаться техникой, там порекомендовали условно подгузниками заниматься. Ты поехала, там определенное количество выкупаешь, думаешь, это пойдет классно, там тебе очень красиво считают, особенно много стало таких, скажу, экспертов, Мгм. которые хотят продать только свое обучение и при этом не рискуют твоими деньгами, финансами. Говорят, у тебя получится, прибыльность такая, всего лишь нужно купить товар. Но на самом деле, если, как только что вы говорили, нет у человека навыков правильно выстраивать, правильно продавать через соцсетей, то это банкротство. Мгм. И, допустим, вот именно по поводу поездки в Китай. В Мгм. первую очередь важно знать, что если у тебя в кармане нету 10 тысяч долларов как минимум, тебе Мгм. там делать нечего абсолютно, потому что расходы большие уходят. Ну, как минимум на поездку это в минимальном, вот у нас были девочки, просто на Мгм. минимум сталкиваться 2000 долларов только на то, чтобы поехать, прилететь вот, да, на дорогу, перелеты, Проживание. проживание и питание. И еще плюс ко всему, учитывая, что ты там будешь как минимум 10 дней. Ну, на Мгм. неделю лететь вообще не вариант. С Бишкека еще и визу открывают. Ага, вот так вот. Безвизовый Да, въезд, да? и это важно знать, да, что, то есть, как минимум Мгм. 10 тысяч долларов. После этого важно знать, что вам никакие не нужны рядом гид или ж сопровождение, потому что там есть очень много карго. Все вот эти вот карго, они очень сильно заинтересованы в том, чтобы вы работали с ними. И если связаться с ними, то они вас и встретят,
и сопроводят, и покажут, и подскажут, и заселят, и все это бесплатно абсолютно. Самое главное, чтобы вы через них товары свои отправляли, да? Да, Через им их карго. просто важно, чтобы вы работали с их карго, и все, больше ничего не нужно. Смотрите, надо все же дружить с опытными людьми и не покупать никаких курсов. Да. Это на самом деле это только же жизненная практика. Ну И эти гиды, они не будут рядом с вами ходить, закупать каждый ваш товар. да, Они там просто уже сами. заведут вас на рынок и скажут: вот здесь и все. Дальше Есть сами. калькулятор, есть Google, и Да. ChatGPT, Вот вам переводчик. переводчик. Прекрасно. Ну, запустите ли вообще курсы по бизнесу? Как вообще начать с нуля? Мгм. Это же этапно все должно быть, не так, как с одного подкаста сейчас. Научились, и Альбина так сказала, и действует таким У образом, да? меня же есть бизнес-школа, Мгм. которая взращивает девочек именно с нуля по бизнесу. И там, получается, у нас есть разные направления ниш также. Мгм. То есть в нашей бизнес-школе что делается? Мы делаем для начала разбор. Разбор личности, разбор экспертности, потому что большей части все те, кто к нам приходит, Да. они не знают, чем заниматься, потому что это мамочки в декрете, которые просидели 10-15 лет дома, либо же девочки, которые молодые в целом, да, работали в найме и хотят выйти на свой бизнес предпринимательский и не знают, чем заниматься. Вроде бы хочу это, вроде бы хочу то, и мы делаем разбор. У нас даже были девочки, которые вообще просто 20 лет в декрете сидит. Я когда-то там интересовалась фитнесом, танцем. Да. Я говорю: хочешь быть фитнес-тренером? Да, хочу. Меня это интересует. И мы, в общем, ее раскрыли, поработали. У нее сейчас онлайн-фитнес направление. Помимо этого, она работает где-то там фитнес-тренером. В период обучения она там, в общем, обучилась. Она так расцвела. И основа в том идет, что каждая женщина должна раскрывать свой потенциал. Если она работает и зарабатывает через свой потенциал, она будет расцветать. Это будет не работа, а отдых для нее. Она будет от этих всех вот домашних рутин отдыхать, наоборот, на работе и приходить домой наполненная, не изнуренная, не уставшая, а Да. наоборот наполненная. Приятное, полезное, Мгм. еще и с прибылью, да? Да, после этого сейчас мы вводим систему именно работы с психологом над внутренними блоками. Мгм. Потому что почему многие не могут начать? Потому что у них есть определенные блоки, которые их очень сильно сдерживают. И это вот становится причиной того, что они откладывают, саботируют. Как я вчера рассказывала, да, и ко мне потом девочки приходили, я вот это откладывала, все, начну, в общем. И классно то, что вот порой иногда достаточно одного слова, чтобы человек просто начал, да. Ну а тут у нас идет полная коучинговая, вот психологическая работа, точнее, Да, где, обязательно. допустим, вот если же девочки ранее проходили какие-либо обучения, и Мгм. при этом они не применяли на практике, то на нашем обучении нет такого варианта, чтобы не применять, потому что он начинает видеть себя изнутри полностью, почему он не сделал, почему он не применял все эти знания. В общем, работа идет сперва с внутренним твоим состоянием и раскрытием твоего потенциала, и над тем, чтобы каждая девушка находила свое, не через достигаторство, не через какие-то вот, моменты, а просто раскрывая себя, держа баланс абсолютно во всех сферах. И есть моменты, где я преподношу все это через призму ислама, потому Мгм. что основа, конечно же, это упование на Аллаха. У тебя нет упования, то все, тебе будет сложно. Тебе будет все сложно даваться, и ты будешь постоянно бояться. И вот, чтобы этих вот страхов, как раз страхи эти перебороть, вот это через Мгм. призму ислама. И скажите же, для нас, мусульманок, очень важно все преподносить через призму ислама. Это потому что нам очень легко это воспринимается, потому что, знаешь, религия — это вот то, что у нас в сердце, и когда через призму ислама все это приходит, ты будто бы наслаждаешься этими Да. знаниями, и прям такое вот, ощущение послевкусия. Ну, а уже после этого только вот первые 2 модуля — это полностью работа над собой, а 3-й, 4-й — это уже на построение поэтапного бизнеса, вот, бизнес Это вот каких-то найти свой стратегий. потенциал, найти свою миссию. Далее начинаешь работать над мышлением. Для чего ты это делаешь? Для чего тебе этот бизнес вообще нужен? Мгм. И многие самодостаточные женщины, знаете, приходят, говорят: Аллахка шүгүр, я хочу помочь девочкам в медресе. Я ради этого пришла заниматься бизнесом. И Мгм. знаете, такие намерения. Мгм. Реально у них прям начинается
круто получаться в бизнесе. Есть намерение такое, что я мечтаю путешествовать с детьми, работать, чтобы у меня просто вот был правый карман для содержания семьи, бизнеса и так далее. Все это, что плюсом 2, 5х. И с правой стороны для отдыха, для моих хотелок. Мгм. То есть для того, чтобы, да, все же быть независимой в Мгм. финансовой части Мгм. от мужа или от родителей, Да. нам надо работать. Мгм. А все эти возможности, они приходят через, финансы. Открыто Да. говоря, Да, сейчас естественно. за все нужно платить. Мгм. Даже порой я замечаю, что даже за окружение тебе надо инвестировать. Да, это Это есть. в хорошее место нужно пригласить. Твои бизнес-завтраки должны проходить в очень хороших, уютных местах, где очень вкусно готовят, хорошо обслуживают. Мгм. И люди покупают в последнее время, наверное, вот эти Состояние. чувства. Состояние. Да, вот это вот состояние, эти чувства. Мгм. А чтобы привести, сам человек, который это все организовывает, обучает, учит, он сама должна быть такой Мгм. самодостаточной и счастливой, я думаю. Мгм. Да, так оно и есть на самом деле. И вообще в целом, допустим, да, именно касательно внутреннего твоего состояния, у нас у каждого же есть своя идентика, вот, да, вот Мгм. какой ты человек по сущности. И если кто-то, допустим, успешен именно как яркая личность, то и ты говоришь, ой, я не могу быть такой. Если ты не можешь быть такой, у тебя есть своя идентика. И когда женщина начинает раскрывать свое внутреннее состояние, она как цветок. Она, наоборот, начинает наполнять. И Мгм. знаете, по поводу того, чтобы вкладываться в окружение, да, я сижу в Стамбуле, и вот мне Айгуль пишет, Айгуль ханым, Ага. я такая, Бахыт кызы. Айгуль Бахыт кызы, да, Да. вот она пишет мне и говорит, сможете ли вы приехать, но мне кажется, вы живете в другой стране. И я такая отвечаю, ну, если намерение поставить, то Почему бы можно, нет? почему бы и нет? Такая, Я и в Бишкеке бывала, да. Не то, что в Алмате. да. И я еще думала, что в этом году я не смогу вообще в целом сюда М. прилететь. У меня как бы планов никаких не было вообще абсолютно. И вот по воле Аллаха я такая сижу и думаю, я поеду. Она написала, я поеду, потому что я понимаю, что мне окружение нужнее, мне это надо. Я хочу быть среди своего окружения, где люди понимают, о чем ты говоришь. Потому что если у тебя есть свое окружение, Мгм. где люди понимают тебя с одного слова, то это окружение, наоборот, будет тебя поднимать, и ты будешь вместе с ними еще больше расти. То есть здесь идет такой момент, что я понимала, какие расходы могут быть за всем этим, потому что мы же любим еще, чтобы все на широкую ногу. В Но комфорте. да, но я понимаю, что это огромное вложение в целом в дальнейшей коммуникации именно, да, Опять-таки в окружении. в окружении. Да. Окружение — основа. Умение коммуницировать с людьми открывает очень много возможностей. Но самое главное — быть искренним. Едешь туда — будь искренне. На самом деле я полетела именно на это мероприятие искренне, хотя я Мгм. понимала, что у нас практически там, ну, одинаковая аудитория, да, именно в плане целевая аудитория. Но я на самом деле вот надо будет, я буду продавать эти книги, потому что я искренне. Я знаю, что у каждого свой рызык. Мне не страшна вообще в целом, ну, даже если я свою книгу запущу, я знаю, что и эта книга будет продаваться, и моя книга будет продаваться, и все будет продаваться, потому что у каждого свое предопределено. И мне на самом деле это было искренне в плане того, что я хочу поддержать. Вот если мое присутствие станет какой-то поддержкой, я сделаю это. Когда, если не сейчас? Когда не поддерживать, если это не сделать сейчас? И это искренность, когда ты ничего не ожидаешь, а просто делаешь. И Аллах Всевышний тебе возвращает в десятикратном размере, потому что ты всегда на исходящем. Мгм. Делаешь на исходящем какие-то дела, Аллах Всевышний тебе еще вдвойне возвращает. И это не как сделка с Аллахом, да? Что я сейчас сделаю, потом ты мне... Нет, отпусти. Налегке все. Просто делай. Просто делай. Искренне. А потом потихонечку будешь замечать, что и в твоем окружении появляются Мгм. искренние, классные люди. Да, да. Да, Мгм. это работает. Скажите, насколько ценно иметь в окружении искренних людей, которые искренне просто рады за тебя, то, чем ты занимаешься, как ты растешь, без никаких помыслов. Это на самом деле ценно. И
быть таким человеком тоже нужно уметь. Если Мгм. ты сама не искренна, к тебе не придут такие люди. В твоем окружении будут такие люди. А если ты сама несешь это, то и к тебе будут подтягиваться такие же личности. Вот так вот. Ну, а вдвойне еще приятнее, когда хотят тебя поддержать. Да, Все да, твои идеи, да. хотят сделать еще лучше те же мероприятия, возможно, которые ты организовываешь, и ты думаешь, вот, уж и Аллах отправляет мне моих единомышленников, крутых экспертов, спикеров. Да. Вот, все наши Альхамдулилля. встречи, они так и проходят. Мгм. Я то же самое дописала. Альбина, здравствуйте. Ждем вас в Бишкеке. Получится ли? А тут такой ответ. С удовольствием. Я аж не поверила. Скриншоты в сторис. И настолько была рада, честно говоря. А потом сижу и думаю, а скольким же я точно так же отвечала? Меня тоже приглашали в разные форумы, в разные благотворительные концерты. Мгм. Я же тоже с легкостью так же отвечала. Мне кажется, поэтому мне Альбина сразу так же ответила. Так оно и Думаю, есть, так оно и работает, потому что да. Аллах Всевышний, видящий Ага. наши сердца, и Он вселяет. То есть Он вселяет, чтобы мы звали кого-то, писали кому-то, чтобы мы были там, в этой локации. Сюда ложит, Да, да, и все. это же своего рода тоже, да, вот то, что предопределение. Да. Быть в окружении, знакомств. Аллах уже давно предопределил то, что мы будем знакомы, то, что мы будем друзьями. И И вы не раз еще будете приезжать в да, Кыргызстан. иншаллах, обязательно. Потому что я же говорю, то есть, что Алмата, что Бишкек для меня прям как, одинаково имеет место. Ну и да, и под конец хочется от вас обращения нашим мамочкам, которые хотели бы забрать детей к себе. Мгм. Это те мамы, которые в миграции сейчас, те мамы, которые далеко находят своих детей. А, Что могли бы вот посоветовать? Мгм. Допустим, давайте я с корня начну, да. Мгм. Вот мы делаем дуа. Да. Мы хотим, чтобы вот наши дети были рядом. Ты делаешь какие-то определенные действия, допустим, к тому, чтобы их вернуть. Возможно, сталкиваешься с какими-то испытаниями в этот Мгм. период. Но знаешь, что эти испытания, они наоборот вот становятся тем самым барьером для того, чтобы воплотить это в реальность. Переходишь через этот барьер, получаешь то, что ты просила у Аллаха. И Аллах преувеличивает. Потому что, знаете, когда мы... Это в любой ситуации. Просишь дуа Мгм. о каком-то масштабе, эта ситуация приходит в твою жизнь, а там же еще больше ответственности, еще больше задач, которые нужно выполнять. А ты понимаешь, что здесь надо быть стойкой. Иншаллах смогу, дальше перейду, а там уже считаю успех, о котором я просила. И так оно всегда. Если хочешь, чтобы твои дети были рядом, на начальном этапе маленький период времени будет сложно. Но если у тебя искреннее намерение, и ты уповаешь на Аллаха, то знаешь, что Аллах Всевышний непременно облегчит. И, возможно, через это как раз-таки сделает так, чтобы в твоей работе еще больше изобилия было. Потому что если у нас в первую очередь стоят наши ценности, и ты не предаешь себя и свои ценности, а наши ценности — это наша религия и то, что в нашем окружении, наши дети, да, вот Аллах Всевышний даровал нам аманат. Мгм. И важно понимать, что если у тебя эти ценности в первую очередь, то Аллах непременно облегчает, тем более женщине. И смотреть на масштаб. Никогда не задерживаться на одном месте. Ст Простаивание на одном месте через год — это убыток. Стоишь на одном месте, через год в убытке будешь. Да. Всегда нужно расти, всегда смотреть дальше и в масштабные более проекты уже. По характеру дети, как думаете, они же, ну, не бывают же похожими на папу или на маму. Они же на себя же должны быть похожими. Я Да. всегда говорю, что каждый ребенок это индивидуал, каждый ребенок это а, уникальный, вот уникальный человечек, который создал Всевышний Аллах, и он только на себя должен быть похож. Да. Только мы можем дать хорошие инструменты и хорошее воспитание. Мгм. И если ребенок не похож на тебя, Мгм. если у ребенка плохие привычки, то мы должны обратить внимание на его окружение и посмотреть, кому мы оставляем своих детей. Мгм. В частности, когда мамочки оставляют нянечкам Мгм. и не обращают внимания на плохие привычки нянечек,
на слова, которыми они пользуются, и на их образование. Это очень сильно влияет, оказывается, в становлении ребенка, оказывается, в характере. Естественно. И когда ты начинаешь полностью заниматься своими делами, думая, что ребенок развивается в крутой какой-нибудь школе, дорогостоящей школе, в крутых вещах, в крутом окружении, здесь может быть еще и большая ошибка, потому что моей старшей сейчас 18 лет, и я старалась быть везде ее другом, подругой, и мамой в том числе, и старшей сестрой, потому что были буллинги. Ребенок в определенной среде страдал. Я вместе с ней страдала. Ты не знаешь, идти ругаться с этими подростками или молчать как мама. И в этот момент делаешь опять снова таки дуа. Аллах Мгм. дала моему ребенку легкостью пройти эти испытания легче и быстрее, думаешь. И мы через это тоже проходили. И смотрю, что самая лучшая поддержка была с моей стороны, это тогда, когда я все это видела и чувствовала как мама, и была рядом все же. Мгм. Мгм. И очень важно быть маме рядом с ребенком, особенно с подросткового возраста, Да. оказывается. Потому что либо ты воспитаешь ребенка, либо воспитать ТикТок твоего ребенка, да, Да. как это Да. тоже влияет очень сильно. Когда Мгм. ребенок повторяет просто эти движения, не знаю, я больше сравниваю, ну, это грубо очень будет сейчас звучать, ну, как с обезьянами, которых в цирке там учишь определенным движением, и все только делают Мгм. это движение, но ребенок не начинает искать и там какое-то знание. Если ты даже этот ТикТок, даже этот интернет не покажешь с лучшей стороны и с полезностью, это может обернуться главным врагом для вашей же семьи. И Так оно и плохие есть. привычки. Это сейчас вот такой, говорят же, вот типа момент, ну типа, настает такой очень сложный период, типа, да, я не согласна с этим. Я только могу сказать о том, что мамы, обратите внимание, куда смотрит ребенок и в каких каналах больше висит, и что смотрит. Потому что когда ребенок чаще всего проводит именно в социальных сетях, Мгм. он убегает от реальности, в которой он живет, и ему, Мгм. значит, там комфортно. Комфортно проводить время именно вот в иной реальности. Даже то же самое, вот именно вот эти вот компьютерные игры, да, у них же там вообще своя жизнь отдельная. Да. И вот ребенок просто утопает в этой жизни и уходит туда. Он перестает коммуницировать с людьми, он перестает выходить на улицу. Ему лишний раз только дай возможность поиграть, как бы сказать, ну, настольные игры, да, вот именно не настольные игры, а вот компьютерные игры. Мгм. Вот, и поэтому здесь очень важно понимать состояние ребенка, в каком он окружении находится. То есть, возможно, это основа того, что я вообще живу там, да, вот, ну, за границей, потому что я смотрю на их окружение. Я выбрала самую лучшую, ну, самый лучший район, да, где вот максимально безопасно, где ребята вот такие образованные, потому что, ну, когда ты живешь в мегаполисе, это очень большое имеет значение. Помимо этого, допустим, я со своими детьми тоже как друзья, мы с ними Как очень одна много. команда. Мы одна команда, да, Мгм. и мы можем там какие-то темы разбирать, они даже могут прикалываться над теми, кто за мной ухаживает. Да. Да, и и мы недавно делали разбор по поводу этого с ними. Классно. Но есть такой момент, что у нас очень большой барьер. Вот, Да. допустим, у меня меняется голос, я говорю: "Нет, нельзя". Все, на этом тема закрывается. Мама в настроении, не в настроении, да, Да, замечает. да, мы можем сидеть обо всем говорить, но когда касается определенных четких ценностей, я говорю: "Нельзя", значит, все, на этом тема закрывается. Да. И я за это очень благодарна. Я все время вот Аллаху дуа делаю: "Я Аллах, я довольна детьми". Потому что знаете, почему я это говорю? Потому что благословение родителей огромное значение имеет в жизни детей. Да. Когда родители дают разрешение. То есть это, знаете, и не про сепарацию, не про что, а когда про благословение. То же самое, допустим, я всегда вот мне все говорят: "Почему ты как будто бы ждешь от мамы разрешения?" Я говорю: Мгм. "Это не разрешение". Я просто ей говорю, она говорит:
я в любой ситуации тебя поддержу, мне кажется, что это правильно. И на Это самое самом деле, главное. да, и на самом деле ты такая уж довольная. Ты правильно Да. делаешь. Потому что это не от того, что даже если мама не разрешит, ты все Мгм. равно сделаешь то, что ты хочешь. Но здесь идет огромная поддержка, потому что это дает тебе раскрываться еще больше, с пониманием того, что ты делаешь все правильно. То есть либо ты можешь делать это с пониманием того, что все правильно, либо ты делаешь это с пониманием, что неправильно, но при этом все равно делаешь, да? Поэтому, что бы ты родители не говорили, основа — это поддержка. Мгм. Просто поддержка, просто сказать: "У тебя все получится, ты большая умничка". Знаете, я хочу поделиться одним моментом. Вот именно недавно, получается, перед вылетом в Стамбул я поехала на шопинг. И я такая еду, маме звоню. Мама, говорю: "Хочу что-нибудь такое яркое, что ли, чтобы я ж там буду выступать". Мама говорит: "Тебе не обязательно быть яркой, чтобы быть, точнее, тебе не обязательно быть в яркой одежде, чтобы быть яркой. Тебе достаточно одежды, в которой тебе комфортно. Возьмешь одежду, в которой тебе комфортно, ты сама будешь себя чувствовать уверенно. И это даст тебе вот как раз-таки, ну, возможность быть яркой". И я такая: уж все, у меня щелчок в голове. М. Я такая: "О, все круто". Поехала и взяла то, что мне удобно, и все, такая жизнь Да. вернулась. И, Ну и ну, подняла уверенности, да, у да, вас, вот мам? представляете, да, вот Прекрасно. просто одно слово, и даже просто в шопинге, да, элементарно, и насколько это огромное значение имеет. И когда мне говорят: "Ты ждешь что хотите, то и говорите". Мне все равно. Есть моменты, которые никакой психологии и никакой философии не поддаются. Да. Будет так, как я хочу. Если ты чувствуешь, что это правильно, значит, это правильно. Но самое главное счастье — это внутри нас. Счастье в каждом мелочи. Я всегда говорю девочкам: замечайте, замечайте, как нас любят, Мгм. замечайте, как нас поддерживают, Мгм. замечайте, что вы не только мои дети. Мгм. Ну, я показываю их в "Инстаграме", с собой беру на разные ТОИ, мероприятия. То есть они вместе со мной и выросли. Я сама с ними выросла с 17 лет. Так оно и И есть. я говорю: "Вы дети народа, крымского народа". Мгм. Поэтому, когда кого угодно не увидите, говорю, если они знают меня, даже если не знают, говорю: "Здоровайтесь. Мгм. Вы, дети народа". Мгм. И у них вот такая классная привычка здороваться со всеми подряд. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Да, и поэтому, воспитание вообще, вот что у казахов, что у кыргызов, у узбеков, я не знаю, вот в странах СНГ, оно совсем другое. Мгм. Оно чувствуется, что Мгм. есть вот это вот, уважение старшим. Да. Ну, особенно в наших менталитетах, Мгм. наверное, да, это Мгм. и там, где, мусульманское воспитание. Мгм. Да. Так. Воспитание мусульманское, оно еще и отличается тем, что наши дети обращаются друг к другу на "вы", чем старше, даже на 1 год — на "вы". Мгм. У нас вот такое прям Да. приветствуется. Машаллах. Да, на самом деле это и есть над чем гордиться. Мгм. И, когда ты живешь еще в другой стране, твой патриотизм намного выше растет. Прям такая: Я, да, я и наша страна. Еду к себе на родину. да. Да, я в Алмате. Но если даже мы без акцента на русском даже будем если говорить, то наш фейс говорит о том, что мы не русские, да, Гайда? Я всегда говорю, как Мухтар Шаханов говорил: "Если я пою с акцентом или говорю с акцентом, это и есть изюминка о том, что, я не отдаю свой язык на полностью, да, все сто Да. процентов". Мгм. 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 И все же нужно знать очень много языков. Не стесняйтесь, если у вас акцент, я не знаю, на турецком попробуйте, это очень очень близко нашему языку. Изучайте английский язык, китайский. И не стесняйтесь никогда, если у вас там, не идеально все получается, скажу, потому что я смотрела вот на Альбину, понимаю, что мне еще и арабский нужен, потому что она, оказывается, 6-7 месяцев не разговаривала на русском. И я такая сразу подумала, что, значит, она на арабском и на турецком разговаривала. Да, я вчера на сцене, вот это, наверное, первые 10 минут очень сильно волновалась, там уже дальше чуть нормально пошло. Но я понимаю, что я не разговаривала на русском языке 7 месяцев. То есть я разговаривала, но это онлайн, по телефону, ну, живого контакта практически нет. Иногда звони.
будем Если- практиковать. если- И арабский, русский. Да, на арабском и на турецком. То На есть, казахском, на кыргызском тоже давай будем дальше почаще. да, я уже потихоньку и Разговаривать. кыргызский тоже знаю, как бы, да, вот поэтому, Есть да, очень классно. похожие языки. Когда ты знаешь какие-либо языки, Мгм. это дает тебе возможность быть в этой культуре. Не просто пребывать, а в целом проникнуться полностью. Ну и тем более, конечно, на арабском мы читаем Коран. Это вдвойне приятно, когда ты открываешь Коран и просто вот красиво родном. читаешь. Просто на родном своем языке, Да, да, без красиво. переводчика, Да. без перевода. Спасибо огромное, Альбин. До скорой встречи. Ақ жол сізге. Спасибо большое. Алмата, Стамбул, Египет дальше, да, полетите уже домой Да. к деткам. Ну, оставляйте свои вопросы. Мы еще позовем Альбину на наш подкаст. Возможно, следующий подкаст будет на казахском, на кыргызском. Да, Да? да, возможно, да. Ну, Спасибо вам большое за приглашение. благодарю На самом сама. деле мне очень приятно. Я думаю, что сегодня были такие основные. Мы успели разобрать практически все темы. Да. Да, и я думаю, что каждая из тех, кто слушает, возьмет для себя максимум пользы. И дай Аллах, иншаллах, пусть будет в этом благо. Спасибо вам большое. Обязательно в следующий раз я обязательно приду. Сегодня у нас была тема не только женщина в бизнесе, а еще и мама, которая успевает во всем и развивается.